Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Пенсионный фонд сообщает». И с вами я, начальник управления Пенсионного фонда в городе Канаш, Петрова Ольга Михайловна. В нашей студии сегодня находится директор Центра занятости города Канаш Борис Алексеевич Семенов, начальник отдела профессионального обучения Петрова Надежда Вячеславовна. В прошлую передачу мы с вами начали разговор об изменениях в пенсионном законодательстве. И я уже говорила, что изменения внесены не только в закон о государственных пенсиях и социальных пенсиях, но и в закон о занятости населения, в налоговые кодексы и в уголовный кодекс. Сегодня мы с вами поговорим о тех изменениях, которые вносятся в законодательство о занятости населения Российской Федерации. Борис Алексеевич, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые жители города Канаш и Канашского района. С 1 января 2019 года вступает федеральный закон 350 о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Здесь у нас существенно будет меняться размер выплаты пособия и период выплаты пособия. Конечно, если в этом году минимальное пособие у нас было 850, максимальное 4900, а я еще раз повторюсь, с нового года он изменится почти 2 раза, в некоторых случаях даже более чем 2 раз. По отдельным категориям и срокам и размерам пособия у нас подробно расскажет Петрова Надежда Вячеславовна. Надежда Вячеславовна, пожалуйста, более подробно о всех изменениях, которые будут действовать с 1 января 2019 года. Спасибо. Добрый день, здравствуйте, уважаемые жители города Канаш и Канашского района. Я вас хочу ознакомить с поправками в законе о занятости населения, который вступает в силу с 1 января 2019 года на основании изменений, внесенных федеральным законом от 3 октября 2018 года за номером 350. Предусмотрены следующие изменения. Во-первых, законодательством уточняется понятие категории лиц предпенсионного возраста. Это возраст в течение 5 лет до возраста, в котором работник имеет право оформить страховую пенсию по старости, а в иных случаях оформить досрочную пенсию. Также вводятся дополнительные положения, которые предусматривают социальную поддержку лицам предпенсионного возраста. Так, к примеру, если в Центр занятости обращается гражданин предпенсионного возраста, имеющий не менее 26 календарных рабочих недель, или, говоря простым языком, он отработал у работодателя 6 полных рабочих месяцев в течение 1 года до постановки на учет, то тогда такому гражданину пособие по безработице будет выплачиваться на период 12 месяцев по следующей схеме. В первые 3 месяца он будет получать 75% от среднемесячного заработка, исчисленного за последние 3 месяца по последнему месту работы, в последующем 4 месяца 60% от среднемесячного заработка и в дальнейшем 45% от такого заработка. Но во всех случаях размер пособия по безработице не может быть ниже минимального размера и не выше максимального размера пособия по безработице. И как вы заметили, на размер пособия будет влиять среднемесячный заработок, исчисленный за последние 3 месяца. Он будет отражаться в справке о среднемесячной заработной плате, которую гражданин должен предъявить в Центр занятости вместе с паспортом и трудовой книжкой. Но мы также хотим обратить ваше внимание и на следующее положение, что если к нам обращаются граждане предпенсионного возраста, который отработал у работодателя менее 26 календарных рабочих недель, то есть менее 6 месяцев, то в данном случае при обращении в Центр занятости ему будет начисляться пособие на 12 месяцев, но уже в минимальном размере. Бывают и такие случаи, что обращаются граждане предпенсионного возраста, которые имеют длительный перерыв в работе, например, более 1 года не работающие, или уволенные за виновные действия, или за нарушение трудовой дисциплины, а также те лица, которые были направлены Центром занятости на обучение и были отчислены за виновные действия. Вот такие категории граждан будут получать пособие в минимальном размере, но уже сроком только на 3 месяца. Проектом правительства Российской Федерации уже определены размеры пособий на 2019 год. Так, максимальный размер пособия в следующем году составит 11 280 рублей, а минимальный размер пособия составит 1150 рублей. Но обращаю ваше внимание, чтобы вы не путали, данные пособия в таком размере будут получать только лица предпенсионного возраста.
Но те граждане предпенсионного возраста, которые имеют большой трудовой стаж, к примеру, если у женщин трудовой стаж более 20 лет, а у мужчин трудовой стаж более 25 лет, или категории граждан имеют определенный стаж, дающий им право выхода на досрочную пенсию, то у таких категорий граждан пособие по безработице будет увеличено на 2 недели за каждый год работы, превышающий установленный страховой стаж. И максимальный период выплаты пособия составит не более 24 месяцев. Также граждане предпенсионного возраста могут воспользоваться государственной услугой профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой местности. То есть любой гражданин предпенсионного возраста может пройти профессиональное обучение, независимо от того, работает он, либо состоит в трудовых отношениях с работодателем. В период профессионального обучения такие граждане будут получать пособие, но размер пособия будет составлять 11 168 рублей, то есть он будет равен минимальному размеру оплаты труда, установленному на 4-й квартал 2018 года. Максимальный период обучения составит 3 месяца. Средняя стоимость обучения одного слушателя составит 30 тысяч рублей. То есть государство берет на себя полностью все обязательства по обучению данной категории граждан. Лица предпенсионного возраста будут обучаться совершенно бесплатно. Министерство труда Чувашской Республики уже утвердило примерный перечень профессий и специальностей для обучения на 2019 год. В этот перечень вошли такие специальности, как оператор газовой котельной, частный охранник, продавец, курсы повышения бухгалтерского учета по программе 1С, флорист и многие другие специальности. Данный список еще утвержден не окончательно, он еще дорабатывается. Что касается работодателей, то вы уже слышали, что вводится уголовная ответственность работодателям за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста, либо за их увольнение. Завершая свое выступление, я хочу поблагодарить всех за внимание и напомнить, что если у вас возникли вопросы, связанные с внесением изменений в законодательство о занятости населения, то вы в любое время можете получить на них ответы, обратившись к нам в Центр занятости по адресу город Канаш, улица Пушкина, дом 47, либо позвонив на телефон горячей линии 4 60 48. Надежда Вячеславовна, спасибо за такую объемную, подробную информацию. Борис Алексеевич, вы хотели бы еще что-то добавить к этому выступлению? Да, хочется мне добавить, уважаемые телезрители, на нашем сайте есть рубрика «Актуальные новости». На этой рубрике есть инфографика, там более подробно вы можете ознакомиться. То есть на сегодня размер выплаты пособия, какой период выплаты пособия, и сравнительно начиная с января 2019 года, тоже размер пособия и выплаты, период пособия. Все у нас можете ознакомиться на нашем сайте. Спасибо. Борис Алексеевич, спасибо большое за информацию. Но мне хотелось бы обратить внимание всех граждан города Канаша, Канашского района, очень внимательно отнестись к своим документам. Не только гражданам предпенсионного возраста, но и всем нужно посмотреть, какие записи есть в трудовых книжках, получить выписку из индивидуального лицевого счета, посмотреть, какая информация содержится на лицевом счете. Если вы увидите некорректные записи или вы поймете, что отсутствуют какие-то записи, вы можете обратиться в пенсионный фонд для корректировки индивидуального лицевого счета. Для этого вы можете позвонить на телефон горячей линии 2 12 31 или сделать это через сайт пенсионного фонда, через сайт госуслуг. Поэтому хочется пожелать, чтобы все жители зарегистрировались на сайте государственных услуг для получения муниципальных и государственных услуг в электронном виде. Спасибо большое, до новых встреч.